3. Здравствуйте, меня зовут Сергеева Галия, я выступаю от детского подросткового центра, руководитель Чепурова Антонина Юрьевна. Тема нашего проекта – профилактика аддиктивного поведения подростков в условиях дистанционного обучения. Наша цель – это создание электронного наглядного материала в целях профилактики аддиктивного поведения подростков. Мы хотим помочь подросткам, которые замечают в своем поведении признаки нехимической зависимости. Наши задачи – исследовать и проанализировать группу подростков, изучить специальную литературу, создать электронный наглядный материал на основе полученных данных и изученной литературы. Объектом исследования выступает аддиктивного поведения подростков. Предмет исследования – профилактика аддиктивного поведения подростков. На этом слайде вы можете видеть стадии гаджет-зависимости. Допустим, у подростка компьютер-зависимость. В первой стадии – это стадия легкой увлеченности. Он будет сидеть за компьютером от 1 до 2 часов. Во второй стадии – стадия увлеченности от 2 до 3 часов. Третья стадия – это стадия зависимости от 3 до 4 часов. В четвертой стадии – стадия тяжелой зависимости от 4 до 8 часов. Пятая стадия – уже стадия от реальности от 8 часов и больше. Также мы провели анкетирование учащихся в целях выявления признаков аддиктивного поведения. Всего в нем участвовало 109 респондентов образовательных учреждений города Якутска. Из них дети 12-14 лет 37,6%, и дети 14-18 лет 62,4%. Из них девушки 65,1% и юноши 34,9%. На вопрос, есть ли у тебя аккаунт в социальных сетях, большинство ответили «да». На вопрос, есть ли у тебя свой личный гаджет, большинство ответили «да». На вопрос, сколько часов ты проводишь за гаджетами вне учебы, до 1 часа ответили 11%, до 3 часов ответили 23,9%, до 6 часов 44%, до 12 часов 21,1%. На вопрос, сколько часов ты проводишь за гаджетами, включая учебу, до 1 часа ответили 37, то есть 3,7%, до 3 часов 22%, до 6 часов 40,4% и до 12 часов 35,8%. И на вопрос, если у тебя хобби, большинство ответили «да». Также мы провели детокс. В этом исследовании участвовало 10 людей, 5 из которых были на детоксе от гаджетов, а другие проводили свой выходной день, как обычно. Были вопросы для людей, которые провели свой день, как обычно, и для тех, кто был на детоксе. Вопрос для людей, которые провели свой день, как обычно: сколько часов ты провел за гаджетами? От 2 до 3 часов ответили 25%, от 3 до 4 ответили 25% и от 5 до 6 часов 50%. Вопросы для людей, которые были на детоксе: сколько раз ты брал в руки телефон? От 1 до 3 раз 20%, от 3 до 5 60%, от 5 и больше 20%. И вопрос, чем ты занимался в этот день? Большинство ответили что-то творческое, то есть или прогулка, учеба или спорт, и некоторые сдались и сидели в телефоне. Также переходим к самому проекту. Мы предлагаем распространять рекомендации для профилактики нехимической зависимости в виде электронного флаера. Такие действия помогут нашей экологии, и подростки смогут быстро передавать этот флаер между собой по интернету. На этом все.